Рассмотрим задачи на вычисление КПД теплового двигателя. Ну, циклы посмотрим. Прекрасно. Охватим еще мы объединенный газовый закон, немножко остановимся, и на первый закон термодинамики. Посмотрим. Отлично. Угу. Ну что ж, Надежда Михайловна, вот вам фломастер. Да. Вот этот. Мой мел. Начинаем. Да? Вот там у нас задача, первая задача и условия задачи. Так. Ну, для решения этой задачки, вот условия, пожалуйста, прочитайте, да, ознакомливайтесь, она у нас из 24-го задания, по-моему, да, это, да, качественная задачка, да, на то, чтобы при решении мы должны обосновывать свой ответ, используя законы, ну, физические законы закономерности. Можно, да, дальше, следующий слайд. Ага. Мы видим, что при решении данной задачи мы должны ссылаться на первый закон термодинамики, на также работу газа, пара, да, записано, и уравнение Менделеева-Клапейрона записано. Да? Ну, давайте мы посмотрим, прежде чем приступать к решению задач, немножко из теоретического материала. Вот как обычно, ну, я готовлю КГ уже много лет, ребят, да, и поэтому есть маленькие такие, ну, как... ну, не фишки, а, как можно сказать, свои нюансы, что ли, при объяснении некоторых тем. Ну, допустим, газовые законы. Газовых законов очень много же, да? Если ученику очень трудно запомнить все газовые законы, мы говорим, чтобы он всегда ссылался на уравнение Менделеева-Клапейрона. То есть не обязательно ссылаться на закон Шарля, закон Бойля-Мариотта, на закон Гей-Люссак. Можно просто ссылаться на уравнение Менделеева-Клапейрона и оттуда и выходить. Но если мы хотим, все-таки требуем от ученика, чтобы он знал все газовые законы, как же их легко запомнить? Можно, конечно же, записать объединенный газовый закон, да, и оттуда уже мы можем выйти к другим газовым законам. Допустим, рассмотрим изотермический процесс. Да? Постоянным является тут температура. Если в объединенном газовом законе мы температуру уберем, у нас остается только произведение давления и объема, которое равна произведению давления и объема второго параметра. У нас вышел закон Бойля-Мариотта. Дальше. Следующее. Возьмем изобарный процесс. Изобарный процесс протекает при постоянном давлении. Тоже из объединенного газового закона мы давление убираем. У нас остаются отношения объема на температуру для первого состояния и для второго состояния. И мы выходим к закону Гей-Люссак. И следующий изохорный процесс. Изохорный процесс, протекающий при постоянном объеме. Тоже из объединенного газового закона мы объемы убираем, и у нас остаются отношения давления на температуру для первого состояния и такое же отношение для второго состояния. Это у нас закон Шарля. Основная трудность заключается в том, что ребята законы-то могут выводить из объединенного газового закона, да, могут даже запомнить, что там Бойля-Мариотта, Гей-Люссак, Шарля, но иногда ошибаются или из-за волнения, не знаю, вот при оценивании работы часто я сталкиваюсь, что пишут изотермический процесс, но при этом постоянно указывают другую величину. То есть они не понимают, что изотермический связано с температурой. Можно просто очень... Я объясняю таким образом. Находите однокоренные слова. Ну, корень слова терм, однокоренной термос. Для чего термос нужен? Чтобы держать жидкость при постоянной температуре. Вот и выходит то, что при изотермическом температура постоянная. Изобарный корень слова бар или барс или барометр. Барометр – прибор для измерения давления. То есть связываем его с тем, что давление там постоянно. Изохорный корень слова хор, хорос, вместимость. То есть выходим к тому, что в этом процессе постоянным является объем. Также при решении нашей задачи, сегодня, которую мы будем рассматривать, мы должны знать первый закон термодинамики.
Так, ну, первый закон термодинамики мы еще встречаемся в первой части, это в 10 задании, где ученик должен очень хорошо оперировать, знать, как меняются знаки наших физических величин. Поэтому иногда, ну не иногда, а чаще всего я даю учащимся вот в таком виде. Да? И вот надо знать, читая условия задачи, ученик должен понимать, где, когда количество теплоты у него будет положительным, когда он будет отрицательным. Ну, допустим, давайте посмотрим количество теплоты. Положительным он будет, если в условии сказано, что газ получает тепло. Если он в условии читает, что там, да, действительно написано, что газ получает тепло, в уравнении у нас Q будет положительным. Отрицательное, соответственно, будет тогда, когда газ отдает тепло. С внутренней энергией, изменение внутренней энергии, она положительна, когда мы говорим, что внутренняя энергия увеличивается. Так, тут нам нужна тряпочка. И отрицательным будет, если внутренняя энергия уменьшается. Работа. С работой немножко будет побольше. Работа газа, я имею в виду. Работа газа положительная, если сказано, что газ совершает работу. Сам газ совершает работу. Это очень важно. Или, если так не сказано, то должно быть другое ключевое слово – это расширение. То есть, когда газ совершает работу, он расширяется. Так, отрицательным будет, если над газом совершает работу. Над газом совершают работу. Или ключевая фраза, когда над газом совершаем работу, мы сжимаем газ. Должно быть другое слово – сжатие. Еще иногда говорят, что внешние силы совершили положительную работу. Внешние или сторонние силы могут быть. Силы совершили положительную работу. В этом случае, вот когда ученик читает «внешние силы совершили работу», он иногда может ошибаться и тут ставить знак плюс. Так у нас тут идет о работе газа. Внешние силы, если совершают работу над газом, значит, они его сжимают, и получается, что сам газ совершает отрицательную работу, поэтому это все равно там будет знак минус. И давайте посмотрим пример. Пример решения задачи, первой задачи, которая у нас идет на первый закон термодинамики. Там у нас сказано, так, условия, так, какие? Какова сообщенная газу теплота в некотором процессе, в котором внутренняя энергия газа уменьшилась на 300, а газ совершает работу 500. Очень хороший пример. Ну, давайте вот здесь, давайте. Ну, ладно. Q. Ну, первая задачка. Q просто равно напишу. Так, газ, внутренняя энергия, сказано, уменьшилась, поэтому сразу ставим знак минус. Работа совершена самим газом, поэтому плюс. Получаем ответ плюс 200 джоулей. Это 10-я задачка. Если так хорошо объяснить, то ученик уже не будет больше ошибаться при решении этого задания. Следующий пример, пожалуйста. Так, газ в сосуде сжали. Уже следующий пример, да. Мы видим, что сжали, значит, работа у нас отрицательная. И совершили работу 30 джоулей. Так, дальше. Внутренняя энергия при этом увеличилась. Знак плюс. Дальше вопрос идет. Какое количество теплоты отдал газ? Уже в слове сказано «отдал», поэтому мы тут ставим знак минус. Значит, у меня получается минус Q равно минус 5. Ну или минус-минус исчезает и получается 5 джоулей. Здесь ошибается в том плане, что забывают ставить знак минус перед Q, и получается у них минус 5 джоулей. И в первой части в бланке ответов пишут минус 5 джоулей, что, конечно, приводит к неверному ответу. Поэтому эти нюансы надо учитывать, научить учащихся, я считаю, уметь вчитываться в условия задания. И на КИМах же можно
подчеркивать ключевые фразы, ключевые слова, и вот надо научить их, чтобы они прямо пособие открыли, прямо с ручкой работали, прямо там не то чтобы морали, но подчеркивали эти ключевые фразы, слова, и тогда, когда это перейдет в навык уже весной, да, они уже глазами будут видеть эти ключевые слова, и уже таких нелепых ошибок по невнимательности в первой части они совершать не будут. Ну, давайте стерем с доски и перейдем к более сложной задачке на сегодня запланированной. Так, Василий, может, вы мне поможете? Так, у нас тут... Так, это тоже, оказывается, занимает время. Когда смотришь, как другие делают, кажется, что это очень быстро делается. У предыдущих выступающих было так. Вообще здорово придумали, да, что вот такая доска, если Да. можно Ну, это... здесь мы с маркером не угадали в этот раз. Трудоемкий процесс. Да. Так. Так. Ага. Ну, давайте вы там, а я вот здесь, и начнем. Пока вы читаете условия задачи, так, в условии рисунка, там у нас обычная задачка с КПД идет, да? Ага, хорошо. КПД теплового двигателя, там есть несколько формул, и почему я именно выбрала эти задачки, сейчас я покажу, где ошибаются в основном ребята, да? Так, ну вы стирайте, да? Угу. Итак, КПД теплового двигателя. Мы его вычисляем как разность Q нагревателя минус Q холодильник. Обязательно нужно Q холодильника брать в модуле. Делим на Q нагревателя и умножаем на 100%. Наша разность Q нагревателя минус Q холодильника – это у нас есть работа цикла. За работу, которую совершает газ за один замкнутый цикл. То есть, если я его подставлю, у меня выходит следующая формула – работа цикла на Q нагревателя. Но есть еще такие задачки, в которых мы берем идеализированный случай. Обычно ключевой фразой является, что указывает, что наблюдает цикл Карно, или там пишет идеальный тепловой двигатель. Тогда вот формулу можно применить и эту. Температура нагревателя минус температура холодильника делим на температуру нагревателя и на 100%. Обязательно нужно температуру переводить в абсолютную, перевести в абсолютную температуру шкалу Кельвина. Вот, задачка, которую, пожалуйста, покажите, сейчас была недавно, да, у нас известно, что сказано цикл Карно, то есть мы уже можем понять, что мы применяем последнюю формулу. Температура нагревателя при этом 227 градусов Цельсия. Ученики почему-то думают, что если температура задана в таком большом значении, вот они вот его так и оставляют. Думают, ну она же огромная, так и пойдет. На самом деле нужно его переводить обязательно в кельвины. Так, и у нас получается это будет 500? Так, Т холодильника я вижу 27 градусов Цельсия. Это 300 Кельвин. Так, ну тогда мы ищем, можно еще раз, пожалуйста, условия показать? Так, мы ищем, работа известна 10 килоджоулей, мы ищем количество теплоты, которое получает тело от нагревателя. Да. Давайте мы немножко усложним эту задачу, и мы будем искать не количество теплоты от нагревателя, а будем искать количество теплоты, отданное холодильнику. Так. Видно, да, это или плохо видно? Ага. Плохо видно, да? Она, видимо, высыхает, да? Так. Ну, давайте в формуле КПД напишем. Так, это у меня получается Т нагревателя, Т нагревателя минус Т холодильника на Т нагревателя равно. Я ищу Q холодильника, то есть я могу применить первую формулу. Угу.
нашу первую формулу, вот эту, да, и его записать не в том виде, как мы записали, а в другом. То есть единица минус Q холодильника на Q нагревателя. Так, но у нас теперь неизвестно Q нагревателя. Поэтому надо было вот вторую формулу применить. Хорошо, я еще раз запишу тогда. Т нагревателя минус Т холодильника делим на Т нагревателя. Мы же усложнили. Так, ищем сперва Q нагревателя. Здесь у нас Q нагревателя. Это есть работа цикла, умноженная на Т нагревателя и деленная Т нагревателя минус Т холодильника. Так, это у нас было 10 килоджоулей. Я так и напишу, 10 килоджоулей. Нагревателя у нас 500 Кельвин. И поделим на 200 Кельвин. Так, у меня нули эти сократились. Получается 2,5 умножаем на 10, будет 25 килоджоулей. Если мы верно решили, то Q нагреватель должно быть больше, чем работа цикла. Да, хорошо. Но мы же усложнили, мы ищем Q холодильника. То есть нам нужно применить вот эту формулу. Оттуда надо Q холодильника вытащить. В модуле Q холодильника будет у нас равна Q нагревателя минус работа цикла. Так? Или 25 минус 10 получаем 15 килоджоулей. Почему именно эту задачку я выбрала? Где ошибаются обычно ученики? Они не дочитываются и, прекрасно оперируя формулами, находят Q нагревателя и на этом останавливаются. То есть нужно дочитать и посмотреть, если с нас требует найти Q холодильника, надо понимать, что на этом мы не останавливаемся, а решаем дальше. Так. Ага, следующая задачка. Да, это уже у нас получается другой уровень задачи. Вы пока можете ознакомиться и перерисовывать график. Да, а мы... Давайте я... Итак, в нашем задаче у нас дается цикл, замкнутый цикл. Так, ну, давайте я его перерисую, чтобы потом его снимут, и я не увижу. Так. Зависимость давления от температуры. Так. Так, это надо было более длиннее взять. Так, здесь у нас получается Т1, Т2 равно Т4, и это есть 3Т. 3Т1. А тут у нас получается Т3, и она неизвестна. Первый процесс, второй процесс, третья точка и четвертая. Так, с давлением. С давлением у нас ничего не указано. Да, ничего не указано. Так, все, что мы знаем, мы должны найти с вами КПД двигателя. Все, что мы знаем, что температура во второй и в четвертой точках одинаковая, и она в 3 раза превышает температуру Т1. Два способа, ну не то чтобы два способа решения, но можно решить его двумя разными способами. Первый способ перевести этот график в график зависимости давления от объема. Обычно, не обычно, а вообще при оценивании возможным решением этой задачи является именно перевод его в ПВ-график и оттуда найти КПД двигателя. Ну и второе, это не переводя, по участкам разобрать, написать формулу Q нагревателя, Q холодильника и найти оттуда КПД. Ну, мы рассмотрим два этих способа. Первый способ давайте мы возьмем за тот, который более, ну, не то чтобы легко решаемый, но быстро приводящий к ответу, это перевод в ПВ-график. Для этого мы рассмотрим, для начала проанализируем каждый из участков. Участок 1,2. Мы видим, это у нас изохорный процесс, объем постоянный. Так как мы будем переводить его в другой график зависимости, мы сразу напишем, что V1 у нас равно V2. Так, это мы назовем P1, и мы не знаем, во сколько же раз увеличивается наше давление. Для этого мы смотрим, это у нас из объединенного газового закона вспоминаем.
Объемы убираем, и у меня получается отношение давления на температуру равна отношению на температуру для второго состояния. Мы записали с вами закон Гей-Люссак. Ой, закон Шарля. Я волнуюсь, извиняюсь. Такое тоже может быть. Закон Шарля. Так, найдем отсюда отношение P2 на P1. Так, это у меня будет T2 на T1. По условию T2 это и есть 3T1. То есть мы приходим к выводу, что давление, оказывается, увеличивается в 3 раза. Так, хорошо. Следующий процесс 2, 3, 3, 4 нам ни о чем не скажут. Почему? Потому что мы не знаем, во сколько раз увеличивается температура Т3. Поэтому мы рассмотрим другой участок. Это участок 4.1. Так, 4.1. Там мы видим, это изобарный процесс. Давление постоянно. То есть я могу сказать, что P1 равно P4. Так. И запишем уже закон Гей-Люссак для следующего, для данного процесса. Так, у нас получается здесь, последним получается первая точка, предыдущая это 4-я точка. Так, мы видим, что также 3-4 тоже у нас являются изохорой, поэтому мы можем тут иметь в виду, что объем в точке 3 и объем в точке 4 это одинаково. Хорошо. Ну, давайте найдем отношение V4 на V1. Так, это T4 делим на T1. T4 у нас известно, 3T1. Мы видим, что объем, который в 4-й точке равен объему в 3-й точке, они превышают его с первоначальным в 3 раза. Так, ну, наверное, мы готовы уже перевести график. Так, зависимость объема от давления. Объем V1, P1. Так, ну давайте вот здесь 3P1, а объем у нас увеличивается в 3 раза, 3V1. Первая точка здесь. Значит, 1, 2, мы видим, что давление увеличивается в 3 раза. Вот, пошло. Так, первое, второе. Затем идет сюда, 3-я точка. Идет уменьшение. И вот. Получается, чтобы перевести его в ПВ зависимость, нам достаточно было рассмотреть здесь только 2 участка. 1,2 и 1,4. Мы его перевели. Ну, теперь остается только найти КПД. КПД мы найдем как отношение работы цикла на Q нагревателя. Ну и не забудем его умножить на 100%. Работа цикла. Работа цикла это мы рассматриваем, находим. Чтобы найти работу цикла, мы находим площадь вот этой замкнутой фигуры. Мы видим, что эта фигура у нас прямоугольник. Значит, работа цикла равна площади этого прямоугольника. Эта сторона у нас получается 3P1 минус P1 умножаем на эту сторону. Значит, от большего отнимаем меньшее. Здесь у меня получается 2P1, здесь получается 2V1, ну или получается 4P1. V1. Я нашла работу цикла. Теперь нужно найти работу Q нагревателя. Для этого нам нужно оценить, где же у нас газ получает тепло. Смотрим участок 1,2. Это изохорный процесс, давление увеличивается. Задаем себе вопрос, почему же давление увеличивается? Наверняка температура там тоже увеличивается. Значит, этот участок, в этом участке газ получает тепло. Смотрим дальше, 2,3. Давление постоянное, но при этом он расширяется. Почему же газ расширяется? Наверняка он в этом процессе получает тепло, температура увеличивается, да? Это даже по графику видно, что в 2,3, можно было отсюда же посмотреть, да, действительно, 1,2 температура увеличилась, значит, мы видим, что там он получает тепло. В 2,3 тоже температура в несколько раз увеличилась, он получает тепло. Так? На участке 3,4 мы видим, что температура уменьшилась. 4,1 тоже уменьшилось. То есть здесь 3,4 и 4,1 то мы наблюдаем, как газ отдавал тепло. Поэтому к
вот эти участки не подходят для нахождения количества теплоты нагревателя. Теперь нам нужно будет по отдельности найти наши Q и подставить нашу формулу. Q1,2. Это у нас изохорный процесс. Мы уже говорили, объем постоянный, поэтому работа там равна нулю. То есть просто 1,2. 3/2 μr Т2 минус Т1. Так, ну поставим значение. Т2 мы видим, это 3Т1. 3Т1 минус Т1 даст нам 2Т1, где двойки у нас сокращаются. Выйдет 3РТ1. Хорошо. Теперь Q2,3. Участок 2,3. Мы видим, это изобарный процесс. Значит, выполняется и работа, и внутренняя энергия. Так. Конечно же, можно найти работу 2,3 как? Можно его найти, это у нас получается уже не замкнутый, только вот этот участок, да, и мы можем найти как площадь под этим графиком, под всем этим графиком. Можно же, конечно, так идти, но давайте мы так не будем идти, мы через температуру будем писать. А мы должны при решении задач все время ссылаться на кодификатор. Наверняка вы все знакомы, да, с кодификатором, спецификатором. И в кодификаторе у нас работа, давайте тут напишу, да, работа это есть P дельта V. Да. Также в кодификаторе мы можем найти уравнение Менделеева-Клапейрона. То есть я могу для изобарного случая, да, когда давление у нас постоянное, а не меняется, да, я могу применить, ну, приравнять. Вот так. Это нужно обязательно расписать, потому что работа равная μr дельта t у нас в кодификаторе отсутствует. Значит, тут у меня будет μr Т3 минус Т2, так, плюс дельта O это у меня 3/2 μr Т3 минус Т2. Так, но тут у нас Т3 проблема. Т3 мы не знаем, во сколько же раз она увеличилась. Да? Но мы знаем, что в этой точке у нас объем увеличился в 3 раза. Мы видим, да, вот это. То есть нам надо будет для этого случая, это у нас получается 2,3, это у нас изобарный процесс, мы должны написать закон Гей-Люссак. Так, ну давайте, вот у нас Гей-Люссак стоит, мы распишем вот для этого случая. Получается у меня... Так, В2, ну, давайте сперва напишу В2, В3 на Т3. Так, отсюда найдем отношение. Т3 поделим на Т2. В3 на В2. Так, как-то нехорошо получается, ну ладно, ничего страшного. Так, В3 у нас равно В4, мы говорили, вот он, 3В1. Я пишу 3В1. А В2, он равен В1. Вот видите, да, это и есть В2. Значит, я могу писать тут В1. Получается 3. Отсюда я делаю вывод, что Т3 оказывается в 3 раза больше, чем Т2. А Т2 у нас больше, чем Т1 в 3 раза. Получается, точка Т3 в 9 раз больше, чем наша эта точка. Тогда, если я вот это складываю, у меня получается 5/2 μr. Вместо Т3 я пишу 9Т1 минус, вместо Т2 пишу 3Т1. Здесь получаем 6Т1, 3 или 15 μr Т1. Хорошо. Возвращаемся, складываем Q1,2 и Q2,3. Получаем нагреватель у нас 18 μr Т1. И уже конечная наша формула. Так, мы ищем КПД цикла. Мы формулу уже писали, вот она. Поэтому я просто подставляю. 4P1V1 делим на 18. Так. Я там через P1V1 решала, а у меня тут НЮРТ вышло. Так, тогда мне нужно заменить. Вот из Менделеева-Клапейрона. Вот смотрите, НЮРТ это есть ПВ. То есть я могу его заменить, написать 18P1V1. Ага.
Тогда я тут ставлю P1, V1 и умножаю на 100%. Так, P1, V1 у нас сократилось. Получаем 4/18. Это да, 0,222 или 22,2%. Ну, для теплового двигателя 22% это очень даже хорошо. Ну, задачка давайте проанализируем, посмотрим, как мы что сделали. Да? График у нас есть. Из этого графика мы что сделали? Перевели график ПТ на график ПВ. Для этого мне достаточно было всего лишь рассмотреть участки 1,2 и 1,4. Вот. Из них мы посмотрели, из участка 1,2 узнали, что давление, оказывается, увеличивается в 3 раза, вот она, да. Из участка 1,4 мы поняли, что объем В4 это больше, чем В1 в 3 раза. Вот, две точки мы нашли эти, да, и смогли построить график ПВ. И уже зная этот график, мы нашли, переходим к решению задачки КПД. Да? Работа цикла – это замкнутый процесс, поэтому ищем площадь этого замкнутого контура. У нас вышло 4P1V1. Q нагревателя мы из этого графика нашего первоначального поняли, что на участке 1, 2, 2, 3 газ получает теплоту, поэтому Q нагреватель стоит из двух частей. Q1,2 плюс Q2,3. Q1,2 у нас протекает при постоянном объеме, поэтому мы работу не учитываем. У нас вышло 3 НЮРТ. В Q2,3 у нас немножко было сложно. Там есть и работа, и внутренняя энергия, и температура Т3, которую мы не знаем. Поэтому мы для участка 2,3 записали уравнение Гей-Люсак. Да, вот участок 2, участок 3. И поставив значение, мы понимаем, что V3 у нас равно V4, а это у нас равно в 3 раза больше. Вот 3 написала, да. И получается, что разность, отношение температуры равно 3. Т2 у нас по условию равна 3Т1, и получаем, что Т3 оказывается больше, чем Т1 в 9 раз. Все это поставив, мы нашли 15 НЮРТ1. При вычислении КПД у нас был немножко такое, что верхняя была в P1, V1, а внизу НЮРТ. Я перевела его на ПВ из уравнения Менделеева-Клапейрона. Имею право, по НЮРТ видно, что он равно ПВ. Вот, и у меня вышел ответ. Ну, видимо, время заканчивает, да? Спасибо большое. Очень интересная задача. Да. Прямо закон используется. Ну, это классическая задача, и если много решать подобные, то нужен просто навык, и все. Ага. Это стандартная задача, которой нужно знать алгоритм решения. Да, и причем учат, как пользоваться законами, да? Да, учат, как пользоваться законами, да. Ага. Если мы законы не знаем, то мы можем всегда ссылаться на уравнение Менделеева-Клапейрона. То есть точно, да. Не надо писать Гей-Люсака, просто писать уравнение Менделеева-Клапейрона, и оттуда опять-таки это будет. Да, то, что останется, это наше и будет. Вот и все. Прекрасно. Ну что ж, мы тогда сегодня заканчиваем. Да. Большое спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Да. Михайловна. Ну что ж, а мы с вами прощаемся до следующей недели. Как обычно, в 15:00 в четверг мы с вами увидимся и продолжим наши вебинары. Всем до свидания, всего доброго. До свидания, удачи.